Доброе утро, дорогая республика! Мы приветствуем вас на телеканале Якутия-24. И с вами «Утро Якутии». Сегодня в студии по традиции Дарья Анкехова, Руслан Ачиров. И, конечно, мы желаем вам отличного начала дня. Ну а что сегодня у нас будет в эфире? Сегодня мы расскажем про секреты мастера якутских ножей, каким быть архитектурному облику столицы. Об этом мы также пообщаемся в студии. Что за модное слово «имбаланс» и как прошел слет оленеводов в МОМе. Об этом и многом другом сегодня мы поговорим в эфире. Ну и, как всегда, мы начинаем наш эфир с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке -7, -25 градусов. В заречной группе 5-18 градусов ниже 0. В южных районах 12-17 градусов со знаком минус. В Вилюйской группе 16-19 градусов мороза. В Нижнеленских 12-14 ниже 0. В западных до -13. В Колыман-Дигирской группе улусов -16, -22. В Янских районах -13, -26. На северо-западе 16-19 градусов ниже 0. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке -5 градусов. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до +2 градусов. Ну что, друзья, в 1961 году Юрий Гагарин стартовал в космос. Это произошло 12 апреля. Сегодня день космонавтики. Ну, а какие еще даты и события связаны с сегодняшним днем? Давайте посмотрим далее. Сегодня Всемирный день авиации и космонавтики. Памятная дата посвящена первому полету человека в космос. 12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли. Его полет длился 108 минут. По народному календарю, если сегодня мокро, то лето будет грибное. 12 апреля 1242 года войско Александра Невского одержало победу над немецкими рыцарями на Чудском озере. Битва вошла в историю как ледовое побоище. 12 апреля 1633 года в Риме начался процесс над Галилео Галилеем. Его обвинили в признании ложного учения Николая Коперника о том, что Солнце, а не Земля, находится в центре мира и что Земля движется вокруг Солнца. В 1861 году в этот день Александр II издал указ об учреждении в Санкт-Петербурге больницы для рабочего населения. 12 апреля 1978 года была принята Конституция РСФСР, которой суждено было стать последней в истории РСФСР и первой в истории независимой России. 12 апреля 1823 года родился Александр Островский, русский драматург. В 1839 году в этот день появился на свет Николай Пржевальский, русский путешественник и натуралист. 12 апреля 1931 года родился Леонид Дербенев, советский поэт-песенник. В 1933 году 12 апреля родилась Монсеррат Кабалье, испанская оперная певица. 12 апреля 1949 года родился Юрий Куклачев, советский и российский артист цирка, клоун, народный артист РСФСР. Именины в этот день празднуют Захар и Иван. Ну что, друзья, сегодня мы поздравляем со знаменательным днем, с Днем космонавтики. Ну а если у вас в вашей семье есть знаменательное событие, есть кого поздравить с юбилеем, с днем рождения или с какой-либо знаменательной датой, то вы можете отправить ваши поздравления на наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88, либо отправить сообщение также в наш телеграм-канал. Чтобы его найти, достаточно в строке поиска написать «Утро Якутии слитно». Ну и, конечно же, написать ваши поздравления, а мы с Дарьей зачитаем его в прямом эфире. Да, и поторопитесь, пожалуйста, потому что работаем мы в прямом эфире, поэтому нужно использовать этот шанс как можно быстрее. И, кстати говоря, вот про День космонавтики, Руслан. Но наши родители отмечали этот праздник очень так торжественно, и в школах были мероприятия, да. У нас как-то немножко подзабылось. Но якутяне все равно всегда интересовались темой космоса, да, и несмотря на то, что все-таки живем мы так далеко, да, от центральных районов, где все это, знаешь, так более популяризировано, да,
Так, например, в Усть-Алданском Улусе в селе Дюбся есть музей космонавтики. Слышал про это? Да, я даже слышал, что несколько якутян в 2012-2013 годах принимали участие в специальной программе Роскосмоса по отбору космонавтов, но, к сожалению, ни один из них отбор не прошел по состоянию здоровья, а вот жаль, был бы космонавт-якутянин. Действительно. Ну, я думаю, у нас еще все впереди, да? Ну, а слышал ли ты о том, что космонавты также проходят некую программу по выживанию? Ведь действительно, порой они приземляются в совершенно диких местах, да, и нужно как-то быть приспособленным ко всему. Действительно, да. Я не знаю, ну, действительно, пока ждут команду, которая их должна обнаружить, может произойти всякое, но думаю, что если бы у космонавтов был с собой наш якутский нож, то, я думаю, никогда бы он их не подвел. Ну, а, конечно, хотелось бы сейчас поговорить о работе одного из мастеров в следующем материале Саргланы Неустроевой. Изготовлению якутских ножей Александр Терентьев посвятил 20 лет. Все началось еще в студенчестве. Тогда это занятие помогало заработать небольшие деньги – по 500 рублей за нож. Уже потом, набив руку, Александр вплотную занялся этим ремеслом. Производством это небольшое дело не назвать. Кузнец работает один, без выходных и отпусков. Признается, на выгорание времени нет, заказов очень много. Сейчас в Ютубе смотрит. Сейчас пока YouTube открыт, YouTube смотрит и звонят. Как-то они находят меня и заказывают, спрашивают. Вот. А так вот, в основном заказы где-то 60%, да, где-то из России. Штук 10 делаю в месяц. Конечно, хотелось бы больше, да, заказов много. Ожидающих заказов тоже много. Сегодня стоимость самого дорогого ножа у Александра достигла 30 тысяч рублей. Изготовлен он был из якутской стали. Материал для ножа кузнец добыл сам, как это делали предки. Отсюда и высокая стоимость. Но существуют ножи и дороже, например, те, что изготавливают два мастера – кузнец и ювелир. Однако, по словам Александра, такие заказы очень редкие. Якутский нож – вещь практичная, созданная специально для охотников, а не для того, чтобы стоять на полке. У меня в основном по практическому применению, то есть чисто охотничьи, рыбацкие ножи, вот так. По древним технологиям делаем, поэтому стараюсь все сам делать, не у кого-то там попросить делать, например, ножну, да. Вот, поэтому приходится все самому с нуля делать. И, конечно, не как обычный инструмент, да, как его надо с душой делать. Поэтому у якутских мастеров получается ножи с душой. А самое главное – качественные. Но в погоне за наживой нашлись подражатели и за пределами республики. Негодует кузнец. Такие мастера не знакомы с техникой изготовления, а их изделия не соответствуют качеству. Тем самым подрывается авторитет местных кузнецов и доверие клиентов. Именно поэтому сегодня остров стал вопрос о регистрации территориального патента и защиты национального орудия. Сарглана Неустроева, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Я работаю для вас. Работа эксклюзивная, да еще и от хорошего мастера, всегда была в цене. Жители Якутска наверняка помнят ателье «Люкс» по улице Черяева, где в советское время можно было заказать модные, дефицитные, по тем временам наряды, качество которых никак не уступало готовым заграничным образцам. Так вот, не поверишь, ателье спустя даже больше полувека работает и принимает заказы. С работниками старейшего предприятия сферы услуг встретился наш коллега Дмитрий Тымыров. Аида Атласова работает в ателье с 1983 года. Она мастер высшего разряда по пошиву мужского гардероба. Я работала сперва в Петровской, потом в Целуэте, потом сюда. Но здесь где-то 40 с лишним. Пелагея Ефимова – мастер по ремонту одежды. Сюда пришла работать еще раньше, в 1974 году. Я временно пока пришла, потом осталась. А почему остались? Ну, понравилось, наверное. И вот с тех пор эти люди, не меняя свое место работы, продолжают радовать своих клиентов высшим качеством пошива одежды. 8-9 человек у нас тут сейчас осталось. А раньше было сколько?
Раньше на 2 смены работали. Ночные были еще. До часа ночи работали. То есть, получается, раньше заказов было больше? Больше. Список был. Пальто заказывать. Тут ночевали народ. Они вспоминают, как их клиенты стояли в очереди на улице до поздней ночи и жгли костры, чтобы отстоять очередь. Оно и понятно, ведь в ателье «Мод Люкс» брали на работу только лучших из лучших, а качество пошива действительно было люксовым. Пришла я сюда в 90-м году на практику. Когда я прошла практику, уже сдала на разряд. Мастер была 4-го разряда. Потом, естественно, пока по процессу работы я получила 5-й, ну, естественно, высшего класса. А раньше разряды что-то давали? Или это что? Конечно, Почему конечно. классификация такая? Раньше разряды зависели на зарплату влияло это еще. В свое время клиентами ателье были такие известные люди, как Роман Дмитриев, чемпион Олимпийских игр в Мюнхене. Ему здесь шили в 80-х костюм. Матвей Лобанов, якутский советский оперный певец, тоже не раз заказывал костюмы. Также одеваются здесь именитые борцы Якутии – Ая Лазарев, Виктор Лебедев. Мастера вспоминают, что время от времени к ним вот так поступают интересные заказы. Вот когда у нас железную дорогу открыли, мы шили этим проводникам вот эту вот форму, да, форму эту вот. Почему название «Люкс»? Ну, это ателье высшего разряда, поэтому люкс. Здесь было качество. Ой, ну, ателье-то пользовалось спросом огромным. И народ разный был, и известные, и... Ну, вообще, мы принимали всех. Сегодня, наверное, это, пожалуй, одно из немногих предприятий в Якутске, где коллектив не меняется уже на протяжении нескольких десятилетий. Люди, которые здесь работают, это не только мастера своего дела, но и те, кто бережно хранят историю создания якутского качества по пошиву одежды. Вместе с тем художница Кыдана Игнатьева и Центр компетенций решили отреставрировать вывеску этого ателье. Они подали заявку в фонд «Внимание», который занимается сохранением исторического наследия, и получили шанс это сделать. На самом деле мы прошли еще огромный конкурс среди многих других подобных же инициаторов по всей России. Как нам сообщила Кыдана, при восстановлении вывески максимально будут стараться использовать те материалы, которые были использованы при изначальном возведении. Вот эта гофра изначально была бордового цвета, мы должны восстановить вот этот цвет. Сам цвет вывески, он был изначально, сказали, серебристым. Если этот проект будет реализован, то, возможно, ателье «Мод Люкс» получит, так сказать, свое второе дыхание, что, возможно, позволит привлечь сюда не только новых клиентов, но и возродит былую славу. А тем, кто хочет внести свою лепту в восстановление этого исторического объекта, то можете перейти на сайт фонда «Внимание» и перечислить деньги на сбор средств ателье «Мод Люкс». Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Григорий Николаев, Якутск. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Агентство по вечной мерзлоте предложили создать в России. Оно должно иметь полномочия, обеспечивающие открытие в Арктике и субарктике межведомственной системы мониторинга. Обращение направили руководству страны, его подписала группа ученых-мерзлотоведов. С учетом масштабов криолитозоны в России и новых климатических вызовов, реорганизация существующих ведомственных систем мониторинга криолитозоны требует создания новой структуры управления и системы финансирования этих работ. Такой структурой могло бы стать Федеральное агентство по вечной мерзлоте при правительстве России, говорится в документе. По мнению ученых, также необходимо создание Федерального межведомственного аналитического центра и не менее 6 филиалов в крупных городах Заполярья. Якутяне смогут отдать свой голос на всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства с 15 апреля по 30 мая. Об этом сообщает Управление архитектуры и градостроительства при главе республики. В этом году в Якутии для обсуждения представят 40 общественных территорий. Среди проектов – площади, набережные, зоны отдыха, скверы, парки и аллеи. Они расположены в 12 районах, а также в Жатае и Якутске. В прошлом году в голосовании участие приняло 59 тысяч якутян за 27 объектов в 13 городах и селах.
Кто мы родом и откуда произошли мои предки? Ответы на эти и другие вопросы генеалогии можно получить при помощи электронного родословия народов Якутии. Эта уникальная и важная работа была начата 9 лет назад с Татинского, Тампонского и Намского улусов. Сейчас к созданию электронного родословия присоединились 19 улусов, и в базе находятся имена предков более 150 тысяч человек. По словам руководителя большого проекта Константина Аргунова, создание электронного родословия имеет большое значение в патриотическом воспитании. Каждый ребенок должен знать, кто он такой, кто мать, отец, дед, бабушка, значение этих представителей члена семьи. А потом уже в средней группе он уже должен составлять свою родословную, знать своих родичей. Введение предметов изучения генеалогии в школе, это и есть основа фундаментального духовного оклада патриотического воспитания школьников. 10 апреля общественность Якутии отметила 130 лет со дня рождения первого якутского профессионального композитора Марка Жиркова. В этот день Вилюйский улус представил уникальный проект-постановку оперы Марка Жиркова и Генриха Литинского силами участников художественной самодеятельности улуса. Приняли участие простые жители с разных наслегов. В главных партиях талантливые самодеятельные вокальные исполнители. Инициатор народного проекта, глава Вилюйского улуса Сергей Винокуров. Впервые оперу сопровождает оркестр якутских национальных инструментов и балетная группа Национального театра танца. Да, конечно, это очень большое дело. Поставили такую оперу. Действительно, очень-очень завораживает. Вообще в восторге, восхищение. Очень интересно. Эстетическое наслаждение просто. Спасибо. Вообще прекрасно. Прекрасно. Исполнение, а там наши студенты, выпускники, поэтому нам еще ближе. И, конечно, мы тоже волнуемся, но все-таки ребята молодцы. И дирижер, и артисты. Все очень прекрасно. Спасибо за такую прекрасную оперу. До выпуска новостей мы посмотрели сюжет, где рассказали о планах воссоздания вывесок советского времени на домах. Как эта идея вписывается в планы по созданию нового облика столицы Якутии, что такое мастер-план города и как дальше будет развиваться Якутск в архитектурном плане, мы поговорим с нашей гостьей в студии. Это Ирина Алексеева, главный архитектор Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Дмитриевна, доброе утро. Доброе утро. В феврале был объявлен старт конкурса по разработке мастер-плана. Да? Вообще, что это такое? Да? Для многих, возможно, это еще такое, знаете, какой-то как секрет или что-то непонятно. Мастер-план города. Что это такое? Вообще, если говорить по сути, то мастер-план – это договор взаимного согласия между властью, бизнесом и жителями. Если же говорить простым языком, то, например, мы знаем, что каждый год часто очень обновляются стратегии социально-экономического развития. Принят указ о социально-экономическом развитии города Якутска. Но вот пространственное отображение этих стратегий мы, к сожалению, редко видим. Так вот, как раз мастер-план – это такой документ, который будет очень понятен людям в той части, что основной объем работы это больше будет визуализация. Наконец-то мы увидим, что же мы планируем там, в 17-м квартале, в центре города, на окраинах, как будет развиваться, в каком направлении наш город. То есть это ответ на те вопросы, которые жители хотят видеть уже сегодня. Ну, мы говорим, что это конкурсная программа, соответственно, кто является конкурсантами? Объявлен всероссийский конкурс на подготовку мастер-плана. И это сделано, понятно, с очень конкретной целью привлечь лучшие силы в стране для подготовки как раз плана развития нашего города. Буквально послезавтра прилетает к нам, сегодня даже уже прилетает, завтра начнутся мероприятия. Финалисты этого конкурса, 3 команды, 3 консорциума, в составе которых не только ведущие проектные компании, архитектурные компании России, не только в составе самих консорциумов, это и не только архитекторы, но и экономисты, и научные сферы, в том числе это еще и наши якутские специалисты, и архитектурные компании, и научно-исследовательские институты. Скажите, вот что показал опрос жителей и как их мнение будет учитываться при разработке мастер-плана? Действительно проведен очень большой и комплексный анализ, исследование нашего города, который не проводился, наверное, лет 10 уже. И жители активно приняли участие в опросе. Мы понимаем, что запросы людей как раз идут очень простые.
Люди хотят комфорта, благоустройства, хотят качественные улицы и дороги, хотят переселения из ветхоаварийного жилья. То есть все те проблемы, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Сейчас идет реконструкция проспекта Ленина. Да? Что нового в плане применения новых архитектурных и строительных решений будет принято и сделано? Но действительно, этот масштабный проект, это, наверное, самый масштабный проект к столетию нашей республики. И здесь мы, предваряя разработку проектно-сметной документации улично-дорожной сети и начало работ, провели очень интересную работу по разработке дизайн-кода проспекта Ленина. И вот те новые принципы устройства улично-дорожной сети, они как раз легли в основу этого проекта. Это совершенно другой подход к организации пешеходной зоны, к организации озелененных зон, обустройству малыми архитектурными формами. То есть проспект преобразится очень серьезно. То есть эти неудобства, которые мы сейчас немножко испытываем, они того стоят, правильно? Да, совершенно верно. Но вот до исторической даты столетия образования СССР остаются вот считанные дни. Как видели будущее Якутска тогда и сейчас архитекторы? Насколько вот те взгляды совпадают с нынешними взглядами? Я всегда не устаю повторять, что город никогда не развивался хаотично. Всегда в любой исторический срез город имел соответствующие планы. Первый, например, регулярный план появился еще в 1821 году. Где-то в 1937 году был принят советский генеральный план, в соответствии с которым мы много лет развивались. В 50-е годы, 80-е годы. И вот последний генеральный план, который был утвержден и по которому мы до сих пор сегодня живем, это основной был в 2004 году принят. То есть такое, понятно, системное развитие города. То есть проходит время, и мы видим, что нужно корректировать планы, соответственно, принимаются новые планы. Скажите, как будут выглядеть общественные пространства? Подскажите, пожалуйста. Ну, это, наверное, как раз та сфера, которая сегодня интересует больше всего жителей. Как раз результаты опроса показали это. В составе мастер-плана у нас будут отдельные границы прорабатываться очень детально. В том числе, например, как же будет развиваться городской парк. Мы привыкли, что это любимое место многих горожан, но, к сожалению, оно сегодня требует, конечно, пересмотра. Вот. И именно городской парк будет полностью детализированный подход, и мы увидим, как же могут развиваться. А так проектов, конечно, очень много. Это и благоустройство набережной озера Сайсары, благоустройство набережной Романа Дмитриева, благоустройство площадей. То есть много проектов, которые находятся в работе, и их постепенно нужно реализовывать. Сейчас проходит глобальная реконструкция, да, проспекта Ленина, как мы уже рассказали. Что-то по фасадам зданиям, по вывескам, что-то планируется, и вообще как какая-то проводится работа в этом направлении? Да, действительно проводится работа. Мы буквально в эти дни занимаемся дополнительно еще проработкой проектов решения фасадов, крылец, входных групп и вывесок. То есть хочется, чтобы все-таки сами собственники, бизнес понимали, что к столетию столицы нужно обновляться, тем более идет такая реконструкция масштабная самого проспекта, и очень хочется обратиться именно к представителям бизнеса, к собственникам. Сегодня очень важно синхронизировать наши действия. А вот что касается молодых кадров, да, много ли молодых кадров задействовано в этих проектах, и много ли среди них якутян, именно наших земляков? Ну, конечно же, мы прежде всего акцент делаем на подготовке местных кадров. То есть основная масса и проектных бюро, и архитектурных наших кадров — это наши местные специалисты. Это выпускники кафедры архитектуры местного нашего инженерно-технического института, это и выпускники ведущих российских вузов. Они все сегодня активно работают, перенимают опыт. И все, что происходит сегодня в республике, строится в том числе благодаря нашим молодым архитекторам. Ирина Дмитриевна, вот такой личный вопрос, да? Вы все-таки являетесь главным архитектором республики. Ваше любимое место в нашей столице, за которое у вас прям болит душа? Ну, душа, конечно, болит за те общественные пространства, которые мы много лет делали, например, благоустройство озера Талова в центре города. Мы его начинали еще в 2014 году с Айсеном Сергеевичем, с первой крауд-школы. То есть мы проводили такие интересные новые мероприятия, когда вовлекали людей. Впервые именно по этому общественному пространству был проведен опрос жителей и сбор предложений, потому что раньше, к сожалению, проекты разрабатывались совершенно по-другому. Поэтому сегодня очень хочется, чтобы к этому месту люди уже относились, соответственно, с любовью. Это же столько лет мы делали, и хочется, чтобы туда зашел бизнес, и чтобы мы, жители, получали хорошее, еще и сферу услуг, потому что общественные пространства прежде всего связаны с экономикой.
с малой экономикой. То есть если мы благодаря благоустройству привлекаем поток людей, то этот поток людей нуждается, понятно, в услугах. И, соответственно, бизнес может быть спокоен, что у них всегда будет большой поток людей, они могут спокойно работать, а уже объемы, допустим, прибыли они могут направлять на содержание, эксплуатацию этих территорий. Ирина Дмитриевна, вот я думаю, что многие, вот, кто приезжает к нам в город, посещает старый город. А вот что известно про старый город 2? Есть ли какие-то новости? Ну, действительно, такой проект есть. К сожалению, он не идет так быстро. Мы предполагали его развивать с применением принципов комплексного развития территории. Но здесь тоже очень интересный подход. Вообще комплексное развитие территории, к сожалению, многие девелоперы, застройщики связывают только с жилой застройкой. То есть если построить там многоэтажный жилой дом, то можно получить прибыль. А здесь подход совершенно должен быть другой. Здесь, скорее всего, это государственная задача расселить из ветхоаварийного жилья жителей и обеспечить заход именно малого бизнеса. Потому что в старом городе 2 планируется такой же масштаб застройки, какой был. То есть там уже точно не должно быть никакой многоэтажной застройки. Соответственно, вот с этим поэтому немножко этот процесс идет не так быстро, как хотелось бы. Но он идет. Он идет. Ну, спасибо большое, Ирина Дмитриевна, что сегодня посетили наш утренний эфир. Мы желаем вам успехов в вашем, знаете, нелегком труду, да, и, конечно же, мы ждем, что наша столица преобразится благодаря молодым специалистам, благодаря привлеченным кадрам, ну и, конечно, ждем с нетерпением, да, каких-то ярких, красивых, да, красок в нашем любимом, дорогом городе. Спасибо. Спасибо вам. Действительно, воображение и планы наших архитекторов восхищают, мы желаем им успехов. Но, кстати, помнишь, были картинки в старых советских энциклопедиях о том, как видят будущие города художники. Были машины-амфибии, небоскребы, все это уже практически сейчас есть. А произведения писателей-фантастов ты не вспомнишь? Там ведь тоже очень много всего такого невообразимого. Действительно. Но мы предлагаем сейчас познакомиться с очередной рекомендацией по чтению от Национальной библиотеки Республики, тем более в этот раз как раз из жанра фантастики. Здравствуйте, меня зовут Василия Сандара, и сегодня я бы хотела порекомендовать книгу Немо Рамшета «Все грядущие дни». С детства я питала особое любопытство по отношению к фантастике. Смотрела фильмы, но до книг руки не доходили. И вот в этом году на просторах интернета я заприметила книгу «Все грядущие дни», на обложке которой, как я подумала, изображены сами пришельцы. Каково было мое удивление, когда я осознала, что это люди. Да, это люди, но только генно-деформированные. Это еще приближенный вариант к человеческому облику. Иные расы-кузены больше походят на слонов, змей или вовсе гусениц. Как же это произошло? Люди колонизировали Марс, и вспыхнула масштабная война между марсианскими колонизаторами и землянами. Но после многочисленных потерь они пришли к миру. В результате был выведен новый вид людей, более совершенный, под названием «звездные люди», которые совмещали в себе черты жителей обеих планет. Наступила не просто белая, а золотая полоса человечества. Открытие галактик, планетарные экспансии и все новые и новые открытия в науке. Но ответа с той стороны они так и не получали. Но в один роковой день они дождались визита Атку, инопланетянской расы, которая настолько развилась в генной инженерии, что могли превратить все, что угодно, во что угодно, и деформировали всех, кто попадался во время их кочевничества. И теперь они наткнулись на человечество. Звездные люди долго сопротивлялись Ку, но в конце концов они потерпели крах. От них лишили разума, вторым оставили, но обратили их жизнь в существование, наполненное унижений и мук. Первые выполняли функции декора, мебели, вторые – домашних зверюшек, третьи были просто экспериментом. И, к несчастью для людей, эпоха порабощения Ку длилась очень-очень долго. Когда Ку продолжили свое странствие по Вселенной, началось вымирание, ведь люди были зависимы от них. Но несколько раз смогли не только выжить, но и эволюционировать выше нашей цивилизации. Но уже не как люди, а как птеросапиенсы, сатиряки и тому прочее. Во время прочтения Немо Рамшета «Все грядущие дни» я словно бывала во всех планетах и на всех галактиках. Истории не только переплетаются между собой, но и заставляют перелистывать страницы в попытке узнать, ждет ли эту расу умирание или эволюция. А причудливые иллюстрации только добавляют атмосферу далекого будущего, всех грядущих дней человечества.
Хоть эта книга и не очень популярна, но она заслуживает прочтения и времени на нее. Хорошая рекомендация, да, для любителей чтения, но мы советуем вам не только много читать, но и не забывать об активном отдыхе. Как это делают школьники поселка Хандыга, где прошел первый фестиваль фитнеса, узнаем сейчас. В Тамбонской многопрофильной гимназии впервые состоялся фестиваль фитнеса «Движение – это жизнь». Основные критерии – техника исполнения, артистичность, внешний вид, а самое главное – участие каждого ребенка в спортивно-танцевальном соревновании. Это результат предмета ритмика, который у нас проходит в гимназии по внеурочной деятельности. Основная задача предмета – это здоровое сбережение, правильной асана и так далее. Да? Ну, сегодня я очень рада, что у нас мероприятие состоялось. Фитнес – это не только уроки, занятия, тренировки, но и состязания, где команды в борьбе показывают свои спортивные и танцевальные умения. В первом туре зрелищного праздника участвовали команды 5, 6 и 7 классов, во втором – команды 8, 9 классов. Восьмиклассница Ольга Слепошкина считает, что такие конкурсы сплачивают коллективы классов и прививают навыки публичных выступлений. Дети тут могут подготовиться, развиться, побороть свои страхи, сцены и многое другое, улучшить свое здоровье. В нашей гимназии проводятся уроки ритмики, и мы этому очень рады, потому что это развитие наше. Педагог Айлана Александровна научила нас многому, поэтому мы хорошо постарались в этом конкурсе. Уроки физкультуры, ритмики, занятия в спортивных секциях и танцевальном ансамбле «Нежность». Комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся – одно из важнейших направлений учебно-воспитательного процесса Тамбонской многопрофильной гимназии. По итогам фестиваля фитнеса «Движение – это жизнь» были определены победители и призеры. Среди возрастной группы 5-7 классов первое место заняла команда 5А класса. Среди 8-9 классов лучшие результаты показал коллектив 8А класса. Победили среди 8-9 классов. Это и в дальнейшем мотивирует нас участвовать и побеждать. Организаторы планируют сделать фестиваль фитнеса «Движение – это жизнь» традиционным, к которому, возможно, присоединятся и другие образовательные учреждения Тамбонского района. Мария Винокурова, Хандыга, Тамбонский район. Ну а после фитнеса теперь речь пойдет о более жестком и мужском виде спорта. В Якутске в спорткомплексе 50 лет Победы 16 апреля состоится турнир по современному панкратиону MFP North League памяти Алексея Никифорова и Игоря Сивцева. Чем примечателен и почему ожидаем этот турнир для спортсменов и болельщиков, мы поговорим с нашим утренним гостем, который находится сейчас здесь. Иван Охлопков, главный организатор турнира, основатель клуба Сахау Рестлинг ММА. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, вообще, что такое современный панкратион и насколько он популярен в республике и вообще с чего все началось? Современный панкратион, здравствуйте всем, это один из древнейших видов спорта получается. Сейчас как бы направлений очень много, есть спортивный панкратион там, да, еще профессиональный панкратион, любительский панкратион, да. А именно современный панкратион, он является как бы не любительским, а профессиональным видом спорта. В республике в нашей республике давно как бы существует. Это благодаря Дим Санычу Конькову, президенту Федерации современного панкратиона. Они живут в Хабаровске. И я считаю, что многие бойцы из нашей республики, в том числе даже я, мы все прошли через эту организацию. Действующие бойцы и закончившие бойцы тоже, все там дрались, короче, вкратце говоря. Иван, расскажите о предстоящем турнире. Что ожидает зрителей? Ожидает интересные бои. Там карт, конечно, такой средний, но интересный соперник будет у Григория Барашкова, одного из флагманов наших
ну, нашего якутского ММА, это Григорий Барашков, у него будет сильнейший боец из Бурятии. Также Октябрин Яковлев тоже, известный боец нашей республики, у него тоже будет соперник хороший из Красноярска. Мы знаем, что в 2019 году Григорий Попов был первым и единственным, да, якутянином, который дебютировал в UFC, да. Вот есть ли у нас еще какие-то подобные достижения, да, или же у нас, может быть, пока есть те самые звездочки, которые готовятся? У нас есть, да, у нас есть хорошие бойцы. Сильнейшими сейчас являются Узаир Абдураков и Борис Федоров, тоже представители Республики Саха-Якутия, и вот как раз вот эта команда Саха-Рестлинг ММА. В данный момент Борис находится здесь, он должен был тут драться, но в связи с отказом его соперника пока замену не можем найти ему. У него был соперник с Москвы, там, он отказался до пару дней недавно. И Абдураков, Узаир, они вот, они чуть-чуть близки к UFC. Как раз таки они оба обладатели пояса вот, современного панкратиона МФП. А в республике только у них есть этот пояс, они принесли. То есть Борис Федоров на 70 килограмм, а Узаир Абдураков на 77 килограмм. Скажите, а вот, допустим, спортсмены, которые занимаются другими видами спорта, да, там, боевыми, также, да, единоборствами, они могут ли заниматься и переходить на современный панкратион? Да, у нас команда 50% составляет из борцов-вольников и с национальной борьбы Хапсагай. Есть еще пацаны эти, как там, масс-рестлинг. Допустим, сейчас у нас в команде состоит как Геннадий Борисов из масс-рестлинга, а с вольной борьбы это Игнатий Андросов, довольно-таки известный боец, известный вольник, известный хапсагайст нашей республики. Ларион Андреев, вот сейчас яркая звезда нынешнего хапсагая. И Роберт Окраков, и молодые тоже. А скажите, вообще, что нужно для занятия вот именно современным панкратионом? Помимо физической, конечно, формы. Сейчас, так скажем, не будем называть современный панкратион. Я думаю, сейчас правильнее будет называть ее ММА, да? Профессиональный ММА там, и любительский ММА. Я думаю, трудолюбие и усердие. И самое главное, я думаю, подчеркиваю всем молодым ребятам, дисциплина. Дисциплина. Да. То есть, если ты встаешь поздно, плохо ешь, плохо себя ведешь, ты не можешь там участвовать никак, да? Да, тяжеловато будет. Тяжеловато. Это, наверное, для любого вида спорта подходит. А вообще можно заниматься и панкратионом, и, например, хапсагаем параллельно, да? Допустим, Ларион Андреев так и делает. Так и делает, да? Не только Ларион Андреев, у него есть родной брат тоже, Нергун Андреев, Константин Ефимов. Много у нас ребят таких молодых, перспективных. Посмотрим, если будут дисциплинированные, надеюсь, их звездочка тоже когда-нибудь зажгется. Скажите, а какие есть условия для занятий спортсменов этим видом спорта, допустим, в частности, у нас в городе Якутске? Условия. Спортзал есть. Добро пожаловать, приходите, тренируйтесь, занимайтесь нашим видом спорта и не только. Тренер есть. Тренер есть, да, молодые тренера есть. И, соответственно, есть люди, на которых можно равняться уже, да? Ребята, которые достигли своих вершин, да, таких. Неплохих причем, вот как Григорий Попов, к примеру. Да. Хорошо. А вообще про грядущий давайте поговорим турнир, да? Он будет проходить один день, правильно? Да, один вечер. Это один вечер. Бои. Еще там пару боев будет по правилам любительского ММА, так как турнир посвящается памяти Алексея Никифорова и Игоря Сивцева. Они много выступали, много дрались по этому виду спорта, по любительскому ММА. В связи вот с пандемийными ограничениями, скорее всего, вот подобного рода соревнования, они у нас... 70%. Нет, я имею в виду, они давно не проводились в Якутске, да? Последний раз проводились в августе, по-моему, 2 года назад. Потом, может, следующая весна уже стала пандемийным, по-моему. То есть можно сказать, что вот этот турнир, он будет такой очень ожидаемый, и после большого перерыва зрители могут насладиться хорошими боями. Ожидаемый, честно сказать, не знаю. В организационных моментах особо такого не ощущается. А со стороны зрителей, я не знаю, может ожидают, может не ожидают. Посмотрим. Я думаю, сейчас нас смотрит много любителей, да, этого вида спорта. Где они могут приобрести билеты на предстоящий турнир? В данный момент билеты, продаются в этом кинотеатре «Лена».
И я думаю, с сегодняшнего дня выйдет на продажу во Дворце спорта 50 лет Победы. А вот вообще какие перспективы вы видите для развития данного вида спорта ММА у нас в Якутии? Перспективы, ну, я тебе сказать, ну, от самого человека, я думаю, зависит. Допустим, вот тот же пример Узаир Абдураков, и те же ребята, Гриша Барашков, Борис Федоров, да, они как бы усердные ребята, они хотят, они этим живут, ну, и только вперед надо. А если будешь там чуть-чуть утром пропускать тренировки, днем, вечером не приходить там, не знаю. Но действительно нужны такие примеры, да, то есть ребята, спортсмены, которые идут к своей цели, занимают... Вот Абдураков пример, я думаю, всем, потому что когда он тут только начинал с нами, многие как бы его тогда не знали, и сейчас как он узнаваем в России, допустим, да? У нас 3 пацана подписаны в Лиге Хабиба Нурмагомедова в России. Это Октябрин Яковлев, Григорий Барашков и Узаир Абдураков. Потом есть Лига Хабиба в Америке. Там у нас Узаир Абдураков тоже подписан. Так что это рядом с UFC считается. Рядом UFC. То есть один шаг, и можно уже перейти в UFC. Получается так. Да. Но я думаю, что действительно такие примеры нужны, и вид спорта очень популярный. Мы да. желаем вам, Иван, напомним, да, кстати, что турнир пройдет 16 апреля на спорткомплексе 50 лет Победы. Турнир по современному панкратиону, по ММА. Ну и желаем вам успехов, удачи и, конечно же, развития данного вида спорта в Якутии. Я вам тоже желаю удачи и приглашаю на турнир и вас, и всех зрителей. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Ну что, друзья, мы желаем доброго утра всем, кто только к нам присоединился, к нашему эфиру. Мы каждый вторник с нашим экспертом-филологом рассказываем о правилах и нормах русского языка. Сегодня в очередном выпуске «Говорим правильно» мы будем подбирать синонимы к слову «дисбаланс». Доброе утро, дорогие телезрители! Нередко в язык заимствуются слова, которые, казалось бы, являются синонимами, то есть близкими по смыслу. Например, есть литературное слово «фанат», но при этом в русском языке функционируют разговорные слова, синонимы, как «фэн» или «фан». Однако не всегда вот эти заимствованные слова, синонимы, являются абсолютными, то есть которые полностью повторяют друг друга по значению, как, например, бегемот и гиппопотам. Есть и такие, которые чуть-чуть друг от дружки по значению отличаются. Например, в русском языке есть слово «баланс». У этого слова «баланс» есть противоположное по значению слова «дисбаланс». А у этого слова «дисбаланс» есть синоним «имбаланс». Что же такое имбаланс? Вот что такое дисбаланс, нам всем хорошо знакомо. Это когда у нас нарушается функционирование или связи между чем-либо и кем-либо. А вот если вы были бы игроком, занимались бы профессионально компьютерными играми, то когда говорим о персонаже компьютерной игры, то вы бы употребляли слово не дисбаланс, а все-таки имбаланс. Так что же такое имбаланс? Имбаланс, по данным так называемого модного словаря, который есть у нас в интернете, это несбалансированные по отношению друг к другу персонажи игры, отчего один кажется сильнее другого. Или набор героев намного сильнее, чем в противоположной команде, отчего и появляется этот самый имбаланс. Давайте говорить правильно. Всего доброго. Ну что, друзья, мы напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Желаем всем доброго утра. И у нас работает не только WhatsApp номер, но также Telegram-канал. И сейчас хотелось бы немножко затронуть поздравления, которые поступили на данный момент. Действительно, наши зрители активизировались сегодня, да, и стали более активны и отправляют нам свои поздравления. Позволь, я начну. Поздравляю любимого дядю Славу с днем рождения. Желаю всего наилучшего, самое главное – здоровья и всех с праздников, кто причастен к этому дню.
Ну, а следующее поздравление пришло не просто текстовое поздравление в наш телеграм-канал, но и большое количество фотографий. К сожалению, у нас пока технической возможности нет их всех показать, но в эти выходные прошли соревнования среди выпусков ЯССР 1979-1991 годов. Благодарят, огромное спасибо выражают Михаилу Гуляеву, выпуска 1987 года, и всем соратникам за то, что придумали такой турнир, которому нет аналога нигде в мире. Благодарят за организацию на высоком уровне. Приняли участие по игре в волейбол. Второй год подряд чемпионами среди мужчин стал выпуск 86, капитан Семен Сабарайкин. Но спасибо им за стремительную, яркую, красивую игру. С благодарностью команда выпуска 86 года. Ну а мы также присоединяемся к поздравлениям. И действительно, очень интересный турнир прошел. Действительно, если у вас есть замечательный повод передать свой пламенный привет, поздравления, благодарность, успевайте, у вас еще есть время. Ну а сейчас самое время перейти к новостям. Якутия, доброе утро. Далее блок новостей. Единый госэкзамен в этом году полностью обеспечен бумагой и другими расходными материалами. Экзамены пройдут в соответствии с намеченным графиком. Для проведения ЕГЭ в регионах есть необходимые запасы бумаги, картриджей, канцелярских принадлежностей, а также антисептиков и средств для уборки помещений. Об этом говорят результаты мониторинга, проведенного Рособорнадзором. Основной период ЕГЭ пройдет с 26 мая по 2 июля. В настоящее время завершается досрочный период экзаменов. Он проходит штатно, проблем с наличием бумаги и других расходных материалов не фиксируют. В Якутской автономии проводят конкурс «Я патриот». Его организовал молодежный парламент при госсобрании Илтумен. Конкурсные работы принимают с 5 апреля. Об этом сообщил нашим коллегам зампредседателя молодежного парламента Николай Иванов. Конкурс проводится в 3 возрастных группах. Победители определят по номинациям «Лучшее фото» и «Лучшее сочинение». Работы должны отражать авторскую позицию участника и ответ на вопрос, что для меня значит быть патриотом. По итогам конкурса победители будут награждены ценными призами, грамотами, и будут также опубликованы их фотографии лучшие и сочинения на нашем телеграм-канале, на официальных сайтах и страницах Ильтумен. Итоги будут подведены в конце месяца. Заявки принимаются до 24 апреля. Итоги подведем после 27 числа. В Амге прошла креатив-сессия единомышленников проекта «Молодых перспектив. Лига будущего». Это проект по сбору лучших молодежных идей, где любой может стать соавтором перемен и вместе с бизнес-сообществами и общественными деятелями внести новые конструктивные изменения в развитие России. Принять участие в проекте может любой молодой человек в возрасте от 14 до 35 лет. В креатив-сессии в Амгинском Улусе приняли участие около 50 молодых людей. Актуальные идеи озвучены в области туризма, сельского хозяйства, экологии и других сферах. В итоге топ-100 инициатив, получивших высокую экспертную оценку и народную поддержку по итогам голосования, будут реализованы и получат ресурсное сопровождение в течение года. Лига будущего – это возможность для молодежи поделиться своей идеей. Они могут стать инициатором перспективных развитий не только для своего региона, но и для всей страны. Мы на самом деле не ставим никакие рамки, но наш глава Николай Архипович Архипов сегодня на вступительном слове сказал то, что видим развитие нашего района в сфере туризма, в сельскохозяйственной деятельности. Также мы должны использовать все ресурсы, блага, которые дает наша природа. Праздничную подсветку зажгут на якутской телебашне сегодня, в День космонавтики. Об этом сообщает пресс-служба РТРС. 12 апреля зажгут подсветку на телебашнях в Якутске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Челябинске, Туле, Екатеринбурге, Саранске, Саратове, Перми и других городах, говорится в сообщении. Праздничное освещение можно будет наблюдать с 21 до 22 часов по якутскому времени. К текущему часу это вся информация. Всего доброго и удачного дня. Но продолжение у нас на наш WhatsApp номер пришло не совсем поздравление, но сообщение. Сообщение следующего порядка. С добрым утром, моя любимая мама Андреевская Елена Николаевна. Прости меня за все.
Вот так вот. Такое милое сообщение. Ну, мне Возможно. кажется, невозможно не простить своего ребенка, когда вот он так вот, знаешь, понимаешь, осмелился прямо на всю республику попросить прощения. Я думаю, мамочка простит. Весна – это время обновления и новых начинаний. Особое наступление теплых солнечных дней ждут жители северных и арктических районов. Ведь зима и полярная ночь там длятся намного дольше, чем как у нас в центральной или южной Якутии. И неудивительно, ведь наступление весны для этих северных районов – это целый праздник, в котором участвует и Старый Млад. В селе Сасыр Момского района прошли мероприятия, посвященные 90-летию образования Улахан-Чистайского национального наследия и 90-летию заслуженного работника России, кавалера орденов Ленина, в знак почета выдающегося руководителя совхоза «Искра» Слепцова Николая Ильича. Отметим, что телеканал «Якутия-24», да и я лично побывал в таком отдаленном районе впервые. Как встречают весну оленеводы в якутской Арктике, в материале Ирины Григорьевой. Ушла полярная ночь, отступили морозы. Наступление весны на севере – это всегда праздник. Именно так красиво встречают весну оленеводы в Арктике. Село Сасыр – центр Улахан-Чистайского национального наследия. Это место проживания коренных малочисленных народов севера – эвенов. После пандемии слет оленеводов как глоток свежего воздуха. Яркое солнце, живописные Момские горы, но особенно радуется глаз от участников слета. Все одеты в нарядную национальную одежду, и даже олени здесь наряжены по-праздничному. Ритуал, который согревает душу и дает благословение. Здесь каждый проходит обряд очищения, а главное – заряжается энергией на целый год. Слет оленеводов прошел в лучших традициях – с конкурсами, с песнями, танцами и дорогостоящими призами. Здесь соревнуются оленеводческие хозяйства в смотре-конкурсе и в конкурсе «Северные мотивы». А украшением праздника стал конкурс «Запевал» – «Хеджа». Там катают на оленьих упряжках, а здесь приглашают гостей в чумы отведать горячего чаю, оленины и строганины. Каждый гость может на себе испытать радушное северное гостеприимство. Местные натуральные деликатесы – бренд арктической Якутии. Праздник деликатес – это язык оленей. Кровяная колбаса, вот, оленей, хивай. А вот эти сушеное мясо. Мы всегда вот постоянно заготавливаем их. И когда даже вот летом, когда с детьми ездим, быстро-быстро, как вместо конфетки. В Момском районе в начале апреля все еще морозно и снежно, но желающих побывать на слете оленеводов хоть отбавляй. Сейчас идут самые зрелищные моменты. Это гонки на оленях упряжках. И вот сейчас мы видим, как делегаты из разных стойбищ дерутся за победу. Гонки на оленях упряжках и на верховых оленях – самая зрелищная часть слета, где в острой, но честной борьбе побеждают самые ловкие, опытные и удачливые. Участники уже на низком старте, и после боевого клича «Молодец, Стар! Духом не падать!» сразу вперед. Гонки на верховых оленях требуют большой сноровки. Не каждый осилит длинную дистанцию. И даже маленькие дети не по-детски борются за победу. Второклассница Глафира – потомок родовой династии оленеводов. Всему научил ее отец, особенно за волю к победе. Северный олень заслужил уважение всюду. И в тундре, и в тайге, и даже в горах. Здесь олени – пища, одежда и жилье, и транспорт. Оленеводы – вечные странники. В полярную ночь и в летний зной, в весеннюю распутицу и осеннюю непогоду олени стада кочуют по лесотундре. И всегда рядом оленеводы. На севере без оленей невозможно жить. Насчет этого хотел бы поблагодарить нашего Ильдархана, да, пользуясь случаем, потому что в этом году как никогда очень много заложено финансовых средств в развитие оленеводства. Да. И в следующем году у нас тоже международного уровня будет мероприятие, это в Нижнеколымском районе. Да. Поэтому вот через Министерство сельхозхозяйства мы хотели этот вопрос поднять и в планы графики поставить этот вопрос. Но у нас работы очень много. Как вы видите, после пандемии народ собрался, уже давно таких мероприятий не было, да? Зрелищные не только скачки на оленях, гонки на нартах, метание аркана, но и зрители, которые от всей души болеют за каждого.
Слет оленеводов по традиции прошел ярко, незабываемо, а главное душевно. Гости и туристы, когда уезжают, всегда скучают по этому северному гостеприимству. На первый взгляд суровой Арктики, где снаружи холод, а в сердце всегда тепло. Ирина Григорьева, Семен Афанасьев, Григорий Григорьев, Руслан Ачиров, Момский район. Какой потрясающий репортаж, да, действительно, я восхитилась, да, красками и вообще вот, ну, весна в полном его вот разгаре. Мы, жители города, не так ценим вот эти весенние дни, как капели, лужи, да, и вот, а туда посмотришь и хочется по щелчку оказаться именно в том самом Момском озере. Абсолютно с тобой согласен, тем более, что я там был, и мы снимали не только материал для «Утра Якутии», но также для передачи «Испытано на себе». Вот немного хотелось бы отметить, что вот метание маута, например, да, я узнал, во-первых, его нет аналогов в мире, да, то есть очень сложно найти, то есть замену, а это все ручная работа, и стоит он около 30 тысяч рублей, вот один маут. Вот. Ну, все это вы увидите, друзья, в четверг и в пятницу в передаче «Утро Якутии», а также в ближайших выпусках передачи «Испытано на себе». Ну а мы желаем вам отличного начала дня и всего самого наилучшего. Ну и как всегда увидимся завтра в это же время на этом же телеканале. Доброго утра!